под эту музыку с утра всегда хочется пританцовывать, потому что она поднимает настроение, так же, как и стараемся сделать это мы, ведущие программы «Новый день». Сегодня вместе с вами я, Иван Луцкан. Доброе утро, Республика. На календаре сегодня 11 октября, день недели, пятница. Чем же знаменателен этот день? Так, например, во многих странах мира во вторую пятницу октября отмечают Всемирный день яйца. Праздник всех любителей яиц, омлетов, запеканок, глазуней, в общем, все то, что обычно готовится также с утра. Кстати, приятного аппетита, если вы сейчас завтракаете. Вообще, яйца универсальный продукт, ведь действительно их можно готовить как угодно. Вкрутую, там, в смятку, можно поджарить, можно запечь, можно все что угодно из них сделать. Мало того, что яйцо — это и ингредиент многих кулинарных продуктов, а заботливые хозяйки всегда стараются сделать свой продукт вкуснее, и этим яйцо очень сильно помогает. Кроме этого, 11 октября отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. Об этом сообщается на странице Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения. И сегодня Международный день девочек, который был провозглашен сравнительно недавно Генеральной ассамблеей ООН в 2011 году. Кстати, об этом, о том, как празднуется Всемирный день девочек у нас в республике, мы поговорим с одной из наших гостей в студии, так что оставайтесь вместе с нами, а пока поговорим о погоде на день грядущий. Сегодня, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных улусах утром было -7, -4, днем -5, -2, в Заречье -6, -2, днем -4, +2, на юге республики -11, -10, днем -7, -6, в Вилюйских улусах -6, -5, днем -4, -3, в Нижнеленских улусах -7, -6, днем -3 градуса, в западных улусах -8, -6, днем -3 градуса, на западе республики -8, -6 было утром, днем -7, -3. В Колыму-Индигирских улусах -1, -11, -3 было утром, днем -10, -1. В Янских улусах -10, -8, днем -9, -6. На северо-западе республики -9, -3 было утром, днем -6, -4. Таким образом, плюс сегодня будет только в Заречье. А в Якутске в 6 утра температура воздуха была -5 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер будет дуть западный 3,8 метров в секунду. Ожидается, кстати, порывы до 8-13 метров в секунду в течение дня. А днем ожидается -4, -2 и возможен небольшой снег. А наш эфир продолжат новости от информационной службы нашего канала. Им слово. В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Доброе утро. Круглогодичный детский центр отдыха и оздоровления «Полярная звезда» появится в Якутске. Накануне глава республики Айсан Николаев провел совещание, на котором инвесторы представили макет будущего центра, финансовые показатели и источники, подробно разъяснили структуру образовательной программы и оздоровления детей. Площадь будущего центра составит почти 7,5 тысяч квадратных метров. Как отметил глава региона, востребованность услуг детского отдыха очень высока, поэтому они должны быть очень высокого качества. Навигационный период на реках Якутии практически завершен. Сегодня последнее судно с грузом зайдет на реку Лену. За весь период навигации доставлено более 1 миллиона тонн грузов. Это 99% от общего объема. Отгружено более 100%. Осталось отгрузить еще 13 тысяч тонн продукции производственно-технического назначения и уголь для нужд Саха Сургутнефтегаза и прочим предприятиям в Алекминском районе. По остальным рекам отгрузка завершена в полном объеме, а на реке Индыгирки из-за мелководья встала баржа с объемом нефти порядка 1000 тонн. Сейчас решается вопрос о зимовке судна на случайном отстое, а также перевозке недоставленной нефти автозимникам. Последнее судно у нас перекат не смогло пройти. В 150 километрах ниже Белой горы он остановился, но там распаузили, часть нефти выгружена и доставлена до Белой горы.
У нас порядка 1000 тонн там останется на случайном отстое. Ну, будем решать эту проблему в зимник, то есть автомобильным транспортом завозить. Тем временем полностью завершена навигация для маломерных судов в Якутии. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону. Отмечается, что после закрытия навигации выход маломерных судов на водные объекты запрещен. В противном случае судоводители будут нести административную ответственность по статье «Нарушение правил эксплуатации судов». Мост через реку Тюкян в Якутии демонтируют уже в эту субботу. Таким образом, эксплуатация наплавного переезда на 702-м километре федеральной автодороги Вилюй полностью прекратится 12 октября. В период начала ледостава до становления ледовой переправы ориентировочно в середине декабря будет установлен перерыв движения по данной водной преграде. Госавтоинспекция просит автомобилистов планировать маршрут с учетом указанного ограничения. Также уже завтра демонтируют наплавной мост через реку Ачугуй-Бутуобуэ на трассе Вилюй. В связи с этим 12 октября сооружение через реку в районе села Сундар будет планово закрыто на зимний период. По информации управления МЧС по региону, на правом и левом берегах со стороны Сунтарского и Мирнинского районов наблюдается скопление автотранспорта. Сегодня состоится жеребьевка участников международного турнира по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина. Она пройдет параллельно со взвешиванием. Напомню, жеребьевка должна была состояться еще вчера, однако из-за неблагоприятных погодных условий некоторые зарубежные сборные прилетели с опозданием. Добавлю, что телеканалы «Якутия-24», НВК «Саха» и «Мамонт» покажут в прямом эфире схватки международного турнира памяти Дмитрия Коркина. Как стало известно, почетным гостем международного турнира станет двукратный победитель Олимпийских игр и шестикратный чемпион мира по вольной борьбе Сергей Белоглазов. Также в Якутске находится победитель Олимпийских игр в Лондоне Тацухира Янимицу. Он возглавляет команду борцов из Японии. В Уфе на днях прошел открытый кубок Башкортостана по шорт-треку. В рамках турнира также прошел первый этап отбора на первенство России. Спортсмены из Дальнего Востока, Приморья, Сибири, Челябинска и Свердловской областей соревновались на 3 дистанциях – 500, 1000 и 1500 метров. Якутскую сборную представили 3 ребят. Одна из девушек, Ярослава Федорова, заняла 18 место из 40 участниц. По словам тренеров, результат неплохой, учитывая, что в этом году на соревнованиях в Уфе приняло участие максимальное количество спортсменов. Между тем, впереди еще участие во втором этапе отбора на первенство России, который пройдет 31 октября в Новоуральске. Моя воспитанница там заняла 18 место из 40 детей. Но это показатель средний. Это сезон соревнований только начался. У нас до декабря уже соревнования есть, поэтому форму наберем и каждым разом будем улучшать свои достижения. К этой минуте у меня пока вся информация. Не переключайтесь. Спасибо коллегам. Вот еще, кстати, из новостей спорта. Буквально час тому назад завершился матч отборочного турнира Евро-2020 между Россией и Шотландией. Россия выиграла со счетом 4-0, буквально разгромив сборную Шотландии, с которой до этого сыграла 2-1 уже непосредственно у них на родине. Ну а в параллельном матче Бельгия разгромила Сан-Марино со счетом 9-0. Россияне остаются на втором месте в таблице, что дает право выхода напрямую в финальную часть Евро-2020, но при условии, если мы еще с Кипром сыграем хотя бы в ничью. Ну, будем надеяться, что так и будет. А мы продолжаем. Весьма необычный вопрос, на мой взгляд, задали наши корреспонденты жителям Якутии, жителям города Якутска, и тем самым образом провели опрос. Что из этого вышло, узнаем из нашего следующего сюжета. Зима, Новый год. Холодно. Хорошо. Тепло. Настроение. Ну, хорошее зимнее. Что вы ожидаете от
много чудеса. Шикарное настроение. Я обожаю, когда снег падает. Особенно, когда вчера снег выпал, у меня просто шикарное настроение появилось. Прям таки хочется взять в детство, окунуться, типа снеговика слепить и потом валяться в снеге. Хорошее настроение. Отличное настроение. В городе так хорошо сразу стало, все белым-бело. Наступает зима. Прекрасно. А вопрос звучал, как вы встретили первый снег. Ну вот, такой весьма интересный вопрос. А мы продолжаем. Для тех, кому интересно, кто находится в поиске работы, я думаю, следующая информация будет полезна для вас. Это вакансии, которые предлагает Центр занятости населения города Якутска на сегодня. Требуется слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, требуются люди, которые имеют право работы на электроустановках, потребители группы по электробезопасности не ниже 3-го образования, среднепрофессиональное, в том числе и начальная профессиональная зарплата от 29 тысяч 24 рублей. Ну, видимо, МРОТ, а далее уже как будет человек работать. Требуется инженер по эксплуатации сооружений и оборудования водопроводного канализационного хозяйства, высшее образование по специальности, навыки по обслуживанию дизельного оборудования. Образование для этого высшее. Зарплата тоже на уровне от 29 тысяч 24 рублей. Требуется инженер по эксплуатации уже вентиляционных систем. Для этого необходимо высшее образование по специальности, опыт работы по специальности и стаж хотя бы 1 год. Зарплата тоже от 29 тысяч 24 рублей. Более подробно об этих вакансиях и не только можно узнать в Центре занятости населения города Якутска по адресу Петра Алексеева, 6/1. А мы продолжим. Буквально в середине этой недели мы отмечали Всемирный день почты. На студии были гости. А как же у нас в Якутии? В Якутии, в республике, 431 отделение Почты России, из них 332 сельских. В отделениях Почты России установлены 346 посттерминалов для безналичной оплаты почтовых услуг, снятия наличных с банковских карт, в том числе и в сельских почтовых отделениях 368 платежных терминалов. А никто и не задумывается, что за этой огромной масштабной работой в первую очередь стоит человеческий труд и конкретные люди. Вот мы познакомимся в следующем сюжете о работе одного из таких людей. Сергей Андронов вот уже 4-й год работает курьером Почты России. Говорит, что всегда хотел работать в крупной компании, коей и является сегодня почта. Попал сюда по случайности и ни разу не пожалел. Суть нашей работы заключается в доставке отправлений от двери до двери. То есть мы так как и доставляем, и можем забрать у клиента. Если, допустим, вы бы захотели бы отправить письмо или посылку бабушке, мы бы к вам приехали бы домой, заранее обговоренное время взяли бы ваше отправление, взвесили, посчитали, и оно поехало бы до бабушки прямо к двери. Лично в руки бы ей передали. Многие представляют работу почтальонов и курьеров несколько иначе. Пошел, разнес и все. На самом деле в этой работе нужно быть еще и немного бухгалтером, быть внимательным и много чего заполнять. В общем, быть во всем компетентным. Вам пришла посылочка по адресу Пояркова 21/1. В течение получаса будем, ожидайте доставочку. До свидания. Лично мое утро начинается в 6 часов утра подъем. Плотный завтрак хороший, потому что если не позавтракать, то можно и не успеть пообедать. Ну, насыщенные дни очень сильно бывают, поэтому лучше позавтракать. Потом выезжаю в гараж. Приезжаю в гараж в 7-10. Прохожу медицинский осмотр, проверяем машину, заводим и едем сюда на Комарова 2/1. Обзваниваем клиентов, регистрируем посылки в доставочный лист, грузимся и выезжаем на маршрут. Приходится работать в многозадачном режиме. И работа такая, она быстрая, и надо четко все делать. И к этому у меня такой девиз есть хороший: вперед, вперед и только вперед. Мы доставляем людям радость, говорит Сергей. И действительно, в снег, в дождь и в любую другую погоду они спешат вовремя доставить людям их долгожданные письма и посылки. Самые классные эмоции ты получаешь от этой работы, когда
ты звонишь клиенту и говоришь, к вам пришла посылка по такому-такому адресу, вы будете дома, и там такой всплеск эмоций, ура, наконец-то, там круто, ништяк, вот я ждала эту посылку, там, да, и она так быстро пришла, всего лишь 3 дня, тебя встречают, даже говорят, ну, присаживайтесь, чай попейте, ну, а ты, соответственно, не можешь, времени нету, говоришь, большое спасибо, вот этот самый классный момент. Действительно, для работы с людьми нужен оптимистичный человек, всегда с позитивным настроем, с улыбкой, активный и готовый взаимодействовать с другими. Именно такие задачи стоят сегодня перед нашими почтальонами и курьерами, и с которыми они изо дня в день успешно справляются. Да, действительно, очень позитивный человек. Надеюсь, на Почте России работают только такие люди. А мы продолжаем. Приятного аппетита вам, если вы сейчас завтракаете или готовите что-нибудь вкусное, например, кашу, омлет, то, о чем мы буквально недавно с вами говорили. Ну, а если вдруг в вашей голове созрела мысль перепланировать свою квартиру как угодно, или, допустим, перевести из жилое в нежилое помещение, или наоборот, то следующая информация будет специально для вас. Будучи владельцем помещения в многоквартирном доме, без согласия всех собственников вы не сможете сделать его перепланировку или переустройство. Эти услуги, а также перевод жилого помещения в нежилое и наоборот, можно оформить, не выходя из дома через сайт Е-Якутия. Для этого нужно прикрепить ряд документов. Для физических лиц необходимы следующие документы. Это копия паспорта собственников помещения, технический паспорт, правоустанавливающие документы на жилое помещение или нежилое помещение, сам проект по переустройству или перепланировке. Если по проекту предусматривается пробивка несущей стены или изменение границ помещения, то необходимо получить согласие всех собственников помещений многоквартирного дома. Для юридических лиц необходимо свидетельство о государственной регистрации юридического лица, копия учредительных документов юридического лица, нотариально заверенная копия доверенности, также копия паспорта представителя юридического лица, технический паспорт, сам проект по переустройству или перепланировке помещения. Если также по проекту предусматривается пробивка несущей стены или изменение границ помещения, то необходимо получить согласие всех собственников. Для оказания услуги перевода нежилого помещения в жилое помещение необходима копия паспорта собственника помещения, правоустанавливающие документы на переводимое помещение, правоустанавливающие документы на земельный участок. В обязательном порядке земля должна быть под ИЖС, технический паспорт, поэтажный план дома. Сроки рассмотрения вашей заявки 45 дней. Готовый документ вам придет на электронную почту. Мария Павлова, Андрей Лазарев. Новый день. Якутск. Многие считают, что в провинции добиться успеха достаточно сложно. Это опровергают участники танцевального коллектива «Солнышки» из поселка Усть-Мая. Только через труд, ежедневные репетиции и целеустремленность они уже собираются в Москву на международный фестиваль. В культурном центре народного творчества поселка Усть-Мая имеется 19 формирований, и они работают по разным жанрам, от вокального до танцевального. Из них большой успех имеет детский танцевальный коллектив «Солнышки», которым руководит директор центра Надежда Савина. Впервые дети вышли на сцену, когда им было 7 лет. С 2016 года они успешно начали выступать на республиканской сцене, завоевывая награды. В 2019 году стали лауреатами первой степени «Бриллиантовые нотки». В 2019 году они стали лучшими танцевальным коллективом в республике Саха-Якутия, где нам вручили статуэтку «Грани алмазы». Их заметили и пригласили на международный фестиваль-конкурс «Рождественские звезды» в город Москва с посещением кремлевской елки, который пройдет с 4 по 8 января 2020 года. Ну, конечно, это будет для девочек очень большой стимул. Если даже мы едем в город Якутск, у них такое желание, они смотрят на других, как они выступают, да, и у них по приезду в Усть-Маю, и они начинают еще лучше выступать на сцене. Все костюмы, в которых выступают девчата, изготавливает профессиональная швея Панна Васильевна Неустроева.
которая дала этому искусству около 30 лет. Мы нынче вот ездили весной на конкурс с солнышками. Нас тоже похвалили, сказали, что очень богатые, очень шикарные костюмы. А костюмы, в которых выступают девушки, действительно являются украшением любого номера, в который бы не выступали солнышки. Ни одно культурное мероприятие в районе не обходится без их участия. Я постоянно переживаю за своих девочек, но я 100% уверена, что они самые лучшие и самые талантливые наши девочки. Когда они все успевают. Постоянные выступления, ежедневные репетиции, учеба. И дополнительные кружки, занятия танцем, у них день расписан. То есть они очень это их организовало. Когда мы танцуем, мы можем показать себя, какие мы внутри. Внутренний мир девушек, как лучики солнца, светятся и передают энергию зрителям. Пожелаем танцевальному коллективу, нашим солнышкам, покорить еще одну ступеньку, теперь уже на российской сцене. Мы верим, у них все получится. Юрий Таюрский, поселок Усьмая. Хочется пожелать удачи этому танцевальному коллективу и действительно, чтобы солнышки светили ярко на этом международном фестивале. Мы продолжаем. Вот с сыном сейчас в школе проходит осень. Ну и понятно, что отражается это на родителях. Вот мы с ним учим там стихотворение про осень, рисуем осень, описываем осень. Вообще, в целом, осень, так понимаешь, это пора вдохновения для художников, для творцов. Это такое время года, которое позволяет раскрыть определенный свой талант. Об осени и художнике, которые рисуют эту осень, в нашей постоянной рубрике уже «Муза музея». Люблю я пышные природы увядания, в багрец и золото одетые леса. Воспетая Пушкиным красота русской осени, мелодия его стихов оказали большое влияние на развитие этой темы в русской живописи. И очень многие художники писали это время года. Ранний снег. Кокурин Валерий Григорьевич. Яркий представитель Владимирской школы живописи. В 1960 году его работы наряду с работами других владимирских художников экспонировались в Москве на выставке «Советская Россия». И вот тогда о них заговорили, их называли владимирские импрессионисты, потому что их произведения очень резко отличались от живописи, официально признанной в то время. Она была такая яркая, звучная, подобно русским песням, русским пляскам, очень декоративная. И сам художник предстает перед нами таким ярким колористом, очень чувственным, живым. Он очень часто ездил, как и все художники, в творческие командировки по республикам и привозил много интересных пейзажей. Но все-таки самыми интересными и яркими предстают полотна, посвященные его родной малой родине, его Владимирской земле. И эта тема прошла через всю его жизнь. Все творчество художника-живописца Валерия Кокурина – это выдающееся художественное явление в Советской России. В Якутии начинаются схватки уже турнира Коркина. Сегодня пробьет жеребьевка. Была перенесена из-за позднего прибытия ряда спортсменов. Но до этого была проведена научно-практическая конференция под названием «Олимпийский спорт. Педагогическое наследие Дмитрия Петровича Коркина и роль личности тренера в становлении спортсмена». Об этом мы поговорим с гостями в нашей студии. Это Маргарита Герасимовна Колодезникова, кандидат педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и методики спортивных единоборств Института физической культуры и спорта СФУ имени Амосова, и Виктор Анатольевич Калида, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой физического воспитания и спорта Белорусского государственного университета, наш гость с города Минска. Доброе утро. Маргарита Георгиевна, наверное, первый вопрос к вам. Что это была за конференция, что удалось обсудить? Наша конференция проводится 3-й год, сама посвященная памяти Дмитрия Петровича Коркина. Здесь, конечно, цель нашей конференции – это передача опыта педагогического наследия Дмитрия Петровича Коркина, обмен опытом, мнением с ведущими зарубежными специалистами.
с ведущими нашими спортсменами, учеными, заслуженными тренерами, государственными деятелями. В этом году в нашей конференции приняли участие более 130 человек. Это не учитывая тех, которые приняли заочное участие в нашем сборнике научных статей. И, конечно, вызвал очень большой интерес доклады психологов, спортивных, именно приглашенных тоже из Москвы. Вызвали большой интерес доклады о проблеме подготовки тренерских кадров нашего коллеги из Белоруссии. И, конечно же, на круглом столе вызвал большой интерес выступление, подготовленное главным тренером нашей республики по вольной борьбе и начальника команды о проблемах подготовки сборных команд в республике Саха на примере всеми любимого вида спорта вольной борьбы. Обсуждались ли выступления, которые прошли буквально недавно в рамках чемпионата мира и предстоящие события, которые пройдут, тот же самый международный турнир? Конкретно прям каждая схватка и так там или каждое отдельное какое-то соревнование не обсуждалось, обсуждалась именно системная подготовка, планирование, как все это внедрить, учесть. Виктор Анатольевич, вы первый раз в Якутии. Как встретила вас Якутия? Я очень рад, что меня пригласили. Очень рад, что пригласили именно на этот форум. Я заведую кафедрой в Белорусском государственном университете. Кафедра самая большая в стране. У меня более 110 преподавателей, вы представляете, из них 60 мастеров спорта. Но я сам близок к борьбе. Я заслуженный тренер по борьбе. И все результаты мои, спортивные, так сказать, и достижения, они связаны с единоборствами. Я могу сказать следующее, что Якутия, первое впечатление, это очень ответственные люди. Второе, что Коркин – это уникальная личность. Вы знаете, я всегда ценил тех людей, которые не заканчивали специальные вузы, спортивные вузы, не имея спортивного даже образования, но каким-то образом через свою систему, через свои, я бы сказал, различные исследования вышли на уровень выдающихся тренеров. Это Карполь волейбол, это Гомельский баскетбол. Помните, я не знал, что Коркин, к моему стыду, учитель русского языка. И что он не большой был спортсмен, но он доказал через своих учеников, что они могут превзойти его. А используются ли какие-то методы Дмитрия Петровича непосредственно? Безусловно, безусловно. Я даже вчера посмотрел, зашел в зал и посмотрел, мне показали, как он учил захват. Вы понимаете, не классический, который в учебниках с пальцем вместе, да? Как он показал, как надо делать захват кисти рук. Вы знаете, мелочь, казалось бы. Но я сейчас вспоминаю дочь Тарасова, хоккеиста. Она рассказала, как папа упражнения, комбинации разучивал, которых в учебнике нет. Это ноу-хау, что ли, Коркина, оно до сих пор, оно всегда актуально. Тут очень большая проблема в том, что этих людей, которые из другой специальности, другой сферы, их не всегда принимают. Я знаю, что у него тоже были проблемы, потому что, подумаешь, там учитель русского языка, что он знает в спорте. Но оказалось, что он знал больше других. И что меня еще поразило, Дмитриев – это уникальная личность, олимпийский чемпион, двукратный. А Паша Пенигин, да, я еще помню, когда говорили, как это в Якутии борец в 68-74 килограмма, он боролся в 68-74, как можно стать, это невозможно. И Коркин это сделал. Он подготовил Пашу Пенигина, олимпийского чемпиона. Но я бы не хотел сказать в том, что сейчас нет таких борцов, как раньше. Есть. И Герман Кантоев, и наши, которые через Беларусь проходят. Да, ребята. Да, Владик, Скрябин, Андреев. Вы знаете что? Я просто в этой связи я посмотрел озабоченность, внимательность, ответственность еще раз представителей Якутии, потому что они переживают за этих ребят, которые в других странах выступают, но они их родные, они якуты. И все переживают за этих ребят. Мне это очень понравилось. Я вы знаете, что я даже рад, что приехал и увидел это. Так что спасибо большое. Огромное спасибо за то, что я... А система подготовки, система сама, вы знаете, что самое главное, что она умеет тебя защищать.
Спасибо большое, Виктор Анатольевич, Маргарита Герасимова, что подошли к нам утром в эту студию. Хочется пожелать новых, интересных, ярких личностей в спорте, и чтобы педагогическая общественность всегда принимала активное участие в их подготовке, и чтобы вот эти методы, которые использовал Дмитрий Петрович Коркин, всегда находили отклик в лицах педагогов. Спасибо. На этом мы прервемся на короткую рекламу. Далее мы продолжим. Оставайтесь вместе с нами. Отпразднуйте новоселье уже в этом году. Застройщик АО ДСК сдает дом в 203-м квартале уже в конце 2019-го. 33 13 28. Что-то стало холодать. Не пора ли шубку брать? Теплые, качественные шубки отечественного производства по самым привлекательным ценам. С 4 по 13 октября. Дом дружбы народов, город Якутск. Магазин кожи и меха и снова закрывается. Фабричные цены на все. Спешите купить шубу или дубленку с максимальной выгодой. На Крупская, 13. Алтыны сүрбәһис күнегәр саха театргар сахал бәйдүбәт талана Валерий Ноев төрәбитә. Агын сылыгаран лаухулахан концерт спектакль болар. Валерий Ноев рылдырын басың толыраучылара оннан көһүттер рыгыттар билектер кыттыктыра. Бу долгутула гатылган кехетен Валерий Ноев чугоздагыра Аркадий Алексеев слайны тега. Сагалыныта 16-19 частан. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Многих сейчас волнует образование, и некоторые пытаются получить за границей. Для этого необходима и подготовка в плане языка, и возможности выбрать самый необходимый вуз, допустим. Об этом мы поговорим с руководителем международных программ школы I Speak English Анной Ломакой. Доброе утро. Доброе утро. Вот, допустим, где я могу сейчас получить образование за рубежом, и возможно ли это сделать бесплатно? Ну, достаточно большое количество зарубежных стран предлагает бесплатное образование для иностранных студентов, но по ряду причин наибольшей популярностью у студентов из Якутии пользуется Чехия. Но это вызвано рядом причин. Во-первых, чешский язык относится к группе славянских языков. Выучить его несколько проще, чем, например, финский. Достаточно высокий уровень образования. Он бесплатен на чешском языке. Также большую роль играет высокий уровень жизни при не очень высоких затратах на эту жизнь, да? И также ребята проживают в центре Европы, они имеют возможность путешествовать, общаться, имеют возможность ездить по программам обмена. Ну, сразу возникает вопрос, какие требования необходимы для того, чтобы поступить? И, наверное, результаты ЕГЭ там-то не принимают, там какие-то свои экзамены. Да, результаты ЕГЭ, они не требуются, но имеют немаловажную роль. Все-таки аттестат, он очень важен. Для того, чтобы иметь возможность поступить в высшее учебное заведение в Чехии, необходимо иметь аттестат о среднем образовании, желательно быть не старше 25 лет. Ну и оценки тоже играют некоторую роль, но ЕГЭ не нужно. Все, значит, я уже в пролете в Чехию, мне не светит. Почему? Учатся люди до преклонного возраста. То есть можно, да, допустим, если у меня есть аттестат? Да, это возможно, если вы хотите, например, учиться на чешском языке, и вы его уже знаете, то если вы поступили в университет, я знаю такие примеры, можно поступить в университет учиться. А какую специальность можно себе выбрать? Есть какие-то направления? Ой, огромное количество специальностей. Если я буду все перечислять, у нас не хватит эфирного времени, но есть такие редкие, например, как герменевтика. Это изучение пожилого возраста, да. Можно выучиться на ресторанного критика. Но наибольшей популярностью у студентов из Якутии все-таки пользуются такие специальности, как IT-технологии, творческие специальности, графический дизайн, например, экономисты, международные отношения. Вот вы сказали как раз о языке, а вот как его можно выучить и сколько для этого обычно проходит времени? В среднем при нагрузке от 800 часов за год, да, требуется где-то 9-10 месяцев. И ребята достигают уровня B2 по европейскому стандарту и могут обучаться в университете. А где они обучают этот чешский язык? Чешский язык можно, да. К сожалению, у нас таких курсов нет в Якутске, но непосредственно в Чехии проводятся курсы чешского языка. Они достаточно приемлемы по стоимости, и мы помогаем с подбором таких курсов. Ну, а насколько там комфортно проживать вот непосредственно в Чехии? Ну, отношения, предоставлялись ли там какое-то жилье? Да, конечно. Наши студенты отмечают очень высокую комфортность проживания. Все студенты могут выбрать соответствующее по своему пожеланию и финансовым возможностям общежития. Они очень комфортные. Ну, если сравнивая с российскими, я думаю, что на порядок выше.
А сколько тогда вот в месяц затрат будет у студентов? Потому что все-таки там все в евро, с учетом нынешнего курса. Тут есть небольшая поправочка. Чехия, она использует чешские кроны. И поэтому их экономическая ситуация, она несколько более стабильна по отношению к рублю. Вот. И в среднем от 15 тысяч рублей можно отправлять, 15-20 тысяч рублей в месяц, для того, чтобы ребенок имел возможность, студент имел возможность питаться, одеваться и так далее. На общежитие в среднем уходит от 9-10 тысяч рублей. Ну, если в Праге, то там, конечно, подороже, от 15-20 тысяч рублей. Но у них стипендий никаких нет, даже если они Стипендии на курсах языковых не предполагается, но когда студент уже поступает в университет, и если он показывает хорошие результаты в обучении, то он имеет право рассчитывать на стипендию, да. А какая стипендия вот у них курс? Ну, стипендия не очень большая, но позволяет снизить расходы родителей. А вот вообще потом, в последующем, какие перспективы открываются для выпускников? Выпускники, они работают в очень разных сферах и в очень крупных компаниях. Например, вот если останавливаться на примере наших студентов, которые от нас уехали, они работают в международных компаниях. Вот Леночка у нас работает, например, в компании по производству сердечных клапанов. Да, Георгий у нас работает в немецкой компании, да, IT-программист, по-моему. Ну вот если, допустим, мы пожелали, да, вот родители собрали сумму, да, готовый ребенок, все уже собран, да, куда необходимо обращаться? Конечно же, можно подойти к нам на бесплатную консультацию на Петра Алексеева, 11 в нашем визовом центре. Телефон 25 90 55. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы. И очень рекомендую не затягивать с этим моментом, потому что оформление требует определенного времени. И у нас уже первые студенты есть в этом году. А срок вот до какого все-таки лучше всего успеть? Лучше всего все-таки это сделать до декабря. Это самый оптимальный срок, чтобы без особой спешки подготовить документы, подать их и ожидать уже получения долгосрочной визы. Спасибо большое. Я напомню, что у нас в студии была Анна Ломак, она руководитель международных образовательных программ школы I Speak English. Хочется пожелать удачи, чтобы наши студенты показывали хорошие результаты в обучении в Чехии и находили, главное, себя. Спасибо. Всего доброго. До свидания. А мы продолжаем наш эфир. И у нас в студии очень интересный гость. И мы поговорим о Всемирном дне психического здоровья, который был буквально вчера. Это заведующая женским отделением государственного бюджетного учреждения Якутский республиканский психоневрологический диспансер. Обычно пугают этим заведением. Мария Владимировна Яковлева, доброе утро. Доброе утро, Иван. Так ли страшно наше психическое здоровье и вообще что это за день такой? Ну, я бы немножко хотела бы рассказать о Дне психического здоровья. Вообще этот день стал отмечаться не так давно. Впервые в 1992 году Всемирная организация здравоохранения предложила отмечать именно 10 октября как День психического здоровья. А у нас в России этот день стал отмечаться только в 2002 году по инициативе нашего академика Татьяны Борисовны Дмитриевой, на тот момент являющейся директором Института социальной и судебной психиатрии имени Сербского. Ну, вообще каждый год Всемирная организация здравоохранения приурочивает День психического здоровья определенной тематики. Да? То есть за это время, конечно же, были очень много актуальных тем, приурочено к этому дню. И, собственно говоря, в этом году День психического здоровья был приурочен к такой актуальной теме, как профилактика суицидального поведения. Ну, по поводу психического здоровья, это очень такой термин широкий, да. И, как говорят многие специалисты, это не только отсутствие хронического какого-нибудь душевного заболевания, но и полное социальное благополучие, возможность реализовать свой личностный потенциал. И мне кажется, очень немаловажный критерий – это возможность противостоять тем или иным жизненным стрессам и правильно реагировать на них. А вот как это понять, правильно реагировать? Вот что необходимо? Ну и какие факторы риска, наверное, есть при возникновении психического какого-то расстройства или уже заболевания? Ну, как вы понимаете, каждый человек индивидуален, да, он как бы индивидуальная личность, у каждого человека есть особенности в характере, да, и понятно, чем гармоничнее личность, тем более, ну не то чтобы правильно, да, как сказать вам,
Ну да, более нормативно реагирует на определенные стрессы, да, то есть без всяких, допустим, ну, если мы говорим непрофессиональным языком, без истерик, да, без слишком выраженной реакции горя, да, без развития депрессивных состояний, допустим, да, то есть правильно принимает, правильно воспринимает те ситуации, которые возникают в течение жизни, и, соответственно, правильно преодолевает те или иные стрессовые ситуации. То есть надо что делать для того, чтобы их преодолеть? Допустим, необходимо обращаться к психологам или с кем-то общаться в социуме, для того, чтобы уже не допустить развития более серьезных отклонений? Ну, вот это, конечно, очень сложный вопрос, да, потому что действительно современный человек на сегодняшний день очень подвержен стрессовым различным ситуациям, потому что жизнь нас обязывает, да, очень высокий темп жизни, очень много обязанностей, очень много условий, то есть уже начиная с детского сада, да, детишек учат конкуренции, да, то есть это же все напряжение нервное в первую очередь. И, конечно же, допустим, к определенному времени, к определенному возрасту человек уже подходит, ну не то чтобы с нарушением психической деятельности, да, он уже подходит невротизированный, как мы говорим, да. И, конечно же, в этой ситуации очень правильно распределять режим дня. Это в первую очередь правильно организовывать себе отдых, да, потому что человек должен отдыхать, он должен трудиться, и он должен правильно отдыхать. Ну, вот часто мы говорим о депрессии. Вот какие первые симптомы депрессии, как ее отличить уже от более серьезных заболеваний? Вот депрессия на сегодняшний день – это самое актуальное психическое расстройство. Вообще обозначаются очень такие вот цифры серьезные. Вообще считалось, что к 2020 году депрессия как основная причина нетрудоспособности выйдет на 3-е место. Это нам давала Всемирная организация здравоохранения. И считается, что около 20% населения вообще земного шара в тот или иной момент жизни переносит или переносила те или иные депрессивные симптомы. Да? Депрессия рознь. Да? Вот некоторые люди думают, что депрессия – это что-то страшное. То есть когда человек вообще лежит, никуда не ходит, не ест, не пьет, не ходит на работу, да. Но я вам скажу, что большинство депрессивных состояний, они протекают очень скрытно, да, и порой даже прячутся под маской того или иного соматического заболевания, да, то есть, которые лечат врачи-терапевты или неврологи. Это могут быть очень неспецифические симптомы, например, усталость, нарушение аппетита, какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом, да, постоянное чувство разбитости, нарушение сна. То есть вот по этим симптомам не поставишь депрессии, да, и человек начинает обследоваться, ходить по тем или иным специалистам, соответственно, ничего не находит. И, конечно же, порой вот депрессия вот так вот протекает. И человек, конечно же, в большинстве случаев не получает квалифицированной медицинской помощи. Ну вот сразу о медицинской помощи, а куда тогда надо обращаться? Ведь люди действительно боятся идти к психиатру, боясь, что что-то с ним не то. Ну, это предубеждение. Хотелось бы сказать, что наша специальность, конечно, стигматизирована очень сильно, но все-таки я считаю, что со временем психиатрия, она выйдет на тот уровень, допустим, как в зарубежных странах, когда иметь личного психотерапевта – это уже какой-то некий знак качества, да, то есть вот что вот ты имеешь достаточное количество, ты зарабатываешь, что ты можешь иметь психотерапевта или психоаналитика, да. Конечно же, у нас в России все не так хорошо, да, то есть люди очень сильно боятся обращаться в нашу организацию, но у нас существует анонимная помощь. Человек может обратиться через сайт наш, у нас существуют онлайн-консультации, у нас существует горячая линия, у нас существует горячая линия психологической помощи. Это все можно найти на сайте. Спасибо большое, Мария, что подошли к нам в студию. Хочется пожелать, чтобы все-таки мы справлялись с нашими стрессами, чтобы не доводили до депрессии, и состояние нашего психического здоровья было стабильным, и социальное благополучие этому отвечало. Спасибо еще раз. Сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.
Центр традиционной китайской медицины Пекина «Хуата». Дипломированные врачи, диагностика заболеваний, моксотерапия, гуаша, банки, все виды лечебного массажа, иглорефлексотерапия, электропунктура, арикопунктура. Якутск, улица Винокурова, 97. Телефон 26 00 91. Уважаемые жители и гости столицы, агентство «Саха-концерт» открывает свой 25-й концертный сезон и рад пригласить вас на юбилейные мероприятия. 11 октября в ЦСП «Триумф» концерт блистательного, непревзойденного солиста легендарной группы Modern Talking Томаса Андерса. 12 октября в Доме дружбы Кулаковского самый известный иллюзионист страны Александр Муратаев выступит со своим легендарным шоу «Секрет». 12 октября в Государственном театре оперы и балета весь свет якутской эстрады на самом масштабном открытии юбилейного концертного сезона агентства «Саха-концерт». Агентство «Саха-концерт». 25 лет. Первый. Лучший. В торговом доме СРБК шикарная греческая соболиная шуба по очень приятной цене. Роскошь стала доступней. СРБК. Иеба бусирге. Андойты. Аннала. Ананнын кинеха. Барабыт мактала. Бусирге тереппит. Бу күнү көрдөрпүт. Бихеха иебит. Күн теңекехибит. Алтынне 19 күнүгө. Опера онна балет театрга. Ие мичере концертный программага эңирабыт. Күндү иелербит. Күндү тапталлах әбәлербит. Чеген болун. Жаулах болун. Уважаемые жители республики, не упустите возможность приобрести новые квартиры на улице Строителей в городе Якутске. Звоните 459 359. Доброе утро. Напоминаю, что сегодня пятница. Для некоторых прямо радостный день, потому что последний рабочий день в уходящей неделе. Ну и пора узнать новости, которые произошли в республике и в России за последнее время. Слово информационной службе нашего канала. В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Доброе утро. Круглогодичный детский центр отдыха и оздоровления «Полярная звезда» появится в Якутске. Накануне глава республики Айсан Николаев провел совещание, на котором инвесторы представили макет будущего центра, финансовые показатели и источники, подробно разъяснили структуру образовательной программы и оздоровления детей. Площадь будущего центра составит почти 7,5 тысяч квадратных метров. Как отметил глава региона, востребованность услуг детского отдыха очень высока, поэтому они должны быть очень высокого качества. Навигационный период на реках Якутии практически завершен. Сегодня последнее судно с грузом зайдет на реку Лену. За весь период навигации доставлено более 1 миллиона тонн грузов. Это 99% от общего объема. Отгружено более 100%. Осталось отгрузить еще 13 тысяч тонн продукции производственно-технического назначения и уголь для нужд Саха Сургутнефтегаза и прочим предприятиям в Алекминском районе. По остальным рекам отгрузка завершена в полном объеме, а на реке Индыгирки из-за мелководья встала баржа с объемом нефти порядка 1000 тонн. Сейчас решается вопрос о зимовке судна на случайном отстое, а также перевозке недоставленной нефти автозимникам. Последнее судно у нас перекат не смогло пройти. В 150 километрах ниже Белой горы он остановился. Но там распаузили, часть нефти выгружена и доставлена до Белой горы. У нас порядка 1000 тонн там останется на случайном отстое. Ну, будем решать эту проблему в зимник, то есть автомобильным транспортом завозить. Тем временем полностью завершена навигация для маломерных судов в Якутии. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону. Отмечается, что после закрытия навигации выход маломерных судов на водные объекты запрещен. В противном случае судоводители будут нести административную ответственность по статье «Нарушение правил эксплуатации судов».
Мост через реку Тюкян в Якутии демонтируют уже в эту субботу. Таким образом, эксплуатация наплавного переезда на 702-м километре федеральной автодороги Вилюй полностью прекратится 12 октября. В период начала ледостава до становления ледовой переправы ориентировочно в середине декабря будет установлен перерыв движения по данной водной преграде. Госавтоинспекция просит автомобилистов планировать маршрут с учетом указанного ограничения. Также уже завтра демонтируют наплавной мост через реку Ачугуй-Бутуобуэ на трассе Вилюй. В связи с этим 12 октября сооружение через реку в районе села Сунтар будет планово закрыто на зимний период. По информации управления МЧС по региону, на правом и левом берегах со стороны Сунтарского и Мирнинского районов наблюдается скопление автотранспорта. Сегодня состоится жеребьевка участников международного турнира по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина. Она пройдет параллельно со взвешиванием. Напомню, жеребьевка должна была состояться еще вчера, однако из-за неблагоприятных погодных условий некоторые зарубежные сборные прилетели с опозданием. Добавлю, что телеканалы «Якутия-24», НВК «Саха» и «Мамонт» покажут в прямом эфире схватки международного турнира памяти Дмитрия Коркина. Как стало известно, почетным гостем международного турнира станет двукратный победитель Олимпийских игр и шестикратный чемпион мира по вольной борьбе Сергей Белоглазов. Также в Якутске находится победитель Олимпийских игр в Лондоне Тацухира Янимицу. Он возглавляет команду борцов из Японии. В Уфе на днях прошел открытый кубок Башкортостана по шорт-треку. В рамках турнира также прошел первый этап отбора на первенство России. Спортсмены из Дальнего Востока, Приморья, Сибири, Челябинской и Свердловской областей соревновались на 3 дистанциях – 500, 1000 и 1500 метров. Якутскую сборную представили 3 ребят. Одна из девушек, Ярослава Федорова, заняла 18 место из 40 участниц. По словам тренеров, результат неплохой, учитывая, что в этом году на соревнованиях в Уфе приняло участие максимальное количество спортсменов. Между тем, впереди еще участие во втором этапе отбора на первенство России, который пройдет 31 октября в Новоуральске. Моя воспитанница там заняла 18 место из 40 детей. Ну, это показатель, средний. Это сезон соревнований только начался. У нас до декабря уже соревнования есть, поэтому форму наберем и каждым разом будем улучшать свои достижения. К этой минуте у меня пока вся информация, не переключайтесь. В самом начале программы я говорил, что сегодня отмечается Всемирный день девочек, который появился сравнительно недавно, но Якутия в плане отмечания, да, правильно, празднования этой даты ушла впереди планеты всей. И активную роль в этом играет общественное движение «Матерь России». Сегодня у нас в гостях Виктория Варламова-Кантоева, она заместитель председателя Якутского регионального отделения «Матерей России». День девочек. Какие планы есть на празднование этого дня здесь у нас в республике? Доброе утро, Иван. 6-й год Матери России в Якутии является инициатором празднования этого светлого дня. Девочки – это украшение земли, мира, цветы нашей жизни. Да? Этот день мы отмечаем для того, чтобы напомнить родителям и девочкам самим, что они являются будущими матерями, супругами, хранительницами семейного очага. Это продвижение проблем девочек, да, как охрана их здоровья, развитие, духовное, нравственное, физическое развитие. Вот в таком плане у нас запланированы мероприятия. Но одно из крупных мероприятий, оно планируется в Кружалово, оно уже стало традиционным. Что будет в программе этого мероприятия? 13 октября в Кружале мы запланировали фестиваль «Ярмарка». Называется, да, формат «Вместе с мамой можем все». То есть мы объединили День девочек и День матерей, который вот скоро тоже наступит.
ну, связь, духовная связь мам и дочек, ну, понятно, да. Мама должна передать ей вот все самые светлые ценности, как будущая мама, супруга, хозяюшка. И в рамках нашего мероприятия, кстати, пользуясь случаем, мы всех приглашаем. Вход бесплатный. Подарите мамам и дочерям своим праздник, сюрприз. Будет праздничный концерт. Будет очень много бесплатных мастер-классов. Начало во сколько? Начало в час. И Днем, до скольки? ну, примерно до 15 часов мы запланировали. Мастер-классы просто разнообразные. Рисование на воде, создание брошек, да, мать и дитя парных, потом, значит, шитье, выставка будет студии Юлианы Ким, консультации специалистов. Это в первую очередь логопед, гинеколог, врач Сардана Такырова будет работать с молодыми мамочками по подготовке к родам и с девочками и мамами по сохранению здоровья девочек. И проект «Перемена», детское ожирение, да, которое продвигает, тоже будут врач-эндокринолог. И детский фитнес также подойдет специалист Лена Васильева, член Рексовета Матери России, и будет консультировать, приглашать. Вот этот медицинский осмотр будет только там или где-то еще планируется? Медицинский осмотр у нас также запланирован в клинике Медлайн с 10 по 13 октября. И все желающие тоже могут подойти, девочки. Там как раз узкие специалисты будут работать с юными Что надо иметь при себе? Полис, паспорт? Да, полис, паспорт. Ну вот основные документы. И, наверное, надо с родителем все-таки подойти, да? Да, Как подойти. законным представителем, да? Конечно, сопровождение родителей обязательно. Могут, кстати, классами подойти, да? Руководитель классный руководитель может привести детей и там же А вот на кого оказаться выходить, врачам. может быть, согласовывать расписание? Клиника Медлайн. Позвонить День туда. открытых дверей. для С 10 девочек. по 13. Да. Вот вы еще также, Матерь России, выявляют талантливых девочек, успешных девочек. Кто стал победителем в этом году? Каждый год, ну, второй год мы выявляем, награждаем успешных девочек в области, значит, научной деятельности, общественной работы, спорта, изобразительного искусства и музыкального искусства. И 5 девочек Якутск и Улусы уже готовы в конвертиках фамилии, и пусть это будет маленькой интригой для гостей нашего мероприятия, и там мы узнаем их имена. Виктория, спасибо, что подошли к нам в студию. Хочется пожелать удачного проведения этих мероприятий, новых талантливых проектов «Мать и дочь», допустим, «Крес ТМ», которым вы тоже активно занимаетесь. И приглашаем всех телезрителей подойти в торговый центр «Кружало» 13 числа с часу дня, где будут мастер-классы, интересный концерт, различные мероприятия. Все для того, чтобы наши семьи были полноценные, чтобы у них была интересная жизнь, и чтобы действительно образ мамы был очень силен. На этом прощаемся. Пока-пока.